Что я могу в качестве достижений Академии наук, ее Институтом здоровья, я считаю? Прежде всего, это изучение базы данных здоровья и фактическое питание населения Республики Саха-Якутия. База данных здоровья и фактическое питание населения Республики Саха-Якутия. Кривошапкин Вадим Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Саха-Якутия. Родился в 1937 году в селе Шея Сунтарского района Якутской АССР. В 1960 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт. С 1996 по 2013 год являлся директором Института здоровья Академии наук Республики Саха. Вадим Григорьевич – заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач Республики Саха-Якутия, награжден медалью Черского за заслуги в области науки, нагрудным знаком «Золотая кафедра России» за лекторское мастерство и достижения в области развития образования в России. Основное направление научных исследований – приполярная медицина, адаптация человека к экстремальным природным факторам Севера, экология человека, внутренние болезни, питание и качество жизни. Это крайне важно. Почему? Потому что истинное состояние здоровья населения и фактор питания как основная платформа, формирующая здоровье населения, это крайне важно. И на этом основании, учитывая вот эту базу данных здоровья и фактическое питание, в идеале должны разработаться оздоровительные мероприятия по оздоровлению популяции в целом. Используя современные статистические выборки, методы статистической выборки, изучалось население 6 районов и 3 городов республики. То есть, что такое статистическая выборка? Это выделяются из этих 6 районах и 3 городах именно поселки или группы населения, половой, возрастной, национальный состав, который идентичен таковому Республике Саха-Якутия. То есть по состоянию здоровья и фактическое питание этих исследованных контингентов можно судить, экстраполировать эти данные на всю республику в целом. Вот это и есть популяционное исследование. Всего было обследовано около 7 тысяч населения. Полностью все системы органов обследовались, углубленное медицинское обследование. Типы обменов веществ, белковый, липидный, углеводный тип обмена веществ. Изучалось фактическое питание. То есть наши сотрудники и обученные специально медицинские работники, местные медицинские работники прямо на месте в домашних хозяйствах изучали прямо как питается население. Завтрак приходит, сколько кушает там хлеба, мяса, каши и так далее, и так далее. На обед, на ужин и так далее, и так далее. И как раз отбирались образцы пробы. И эту пробу отправлялись в институт питания, где изучался качественный состав этой пищи. Это углеводы, белки, жиры, минеральный состав и витамины питания. И составляешь очень широкие такие, табличные такие материал, по которому мы рассуждали, как питается население Республики Саха-Якутия. Обычно институт питания и санпит, так называемый, спускает нормы питания для Республики Саха-Якутия. Сколько для отдельных контингентов населения отдельные нормы питания, сколько должно быть углеводов, жиров, белков, минеральных солей, витаминов и так далее. Вот с этим сравниваются вот эти полученные данные. И получилось, что очень такое не очень хорошее представление. Я говорю, почти 100% случаев несбалансированное питание. По мясу мы тогда не доедали примерно почти до 2 раз меньше положенной нормы. В каком году?
Это 25 лет тому назад, четверть века прошло, давно уже это. И потом по рыбе почти 7 раз не доедали. Хотя у нас почти на каждого жителя республики имеется, говорят, по одному озеру, богатые, полные рыбой. Эта рыба почему-то на стол якутяна не попадала. Вот. То есть, ну, если говорить по витаминам, по этим самым минеральным солям, там это, по минеральным веществам очень большая несбалансированность была. Не доедали, не пользовались, пищу не потребляли, очень плохо потреблялся, очень, даже я, просто мне неудобно даже озвучивать, овощи, фрукты совсем мало потребляли наше население. То есть, что я могу сказать по этому разделу своего рассказа? Новому составу, новому руководству Академию, мне кажется, следует повторить вот этот самый популяционное исследование, то есть создать базу данных состояния здорового населения, фактическое питание, потому что прошло почти четверть века. Все изменилось, все-таки питание стало совсем по-другому, и благосостояние совсем другое. Сейчас идите в магазин, полно, все есть, лишь бы деньги были. На рынок сходите, там все есть, но только там речь идет о финансовом обеспечении населения. Второе направление, которым я хотел бы обратить внимание, это так называемое исследование Института здоровья, то есть Академии наук Республики Саха-Якутия по метаболической адаптации населения. Что такое метаболическая адаптация? Обменная адаптация. За короткий масштаб эволюции период времени резко изменился характер питания населения. Вот 100 лет эволюции – это миг, а вот за послевоенные годы, в период после Второй мировой войны, резко изменился характер питания. Например, сейчас идет концентрация населения сельской местности, крупные города и промышленные центры. И эти люди, они чем питаются? Они питаются тем, что в магазинах продается. Европейский тип питания. То есть у нас существует 2 вида обмена. Это северный тип обмена или белково-липидный тип обмена и европейский тип обмена. Это углеводно-белковый тип обмена. То есть это что это означает? Этот тип обмена, северный тип или белково-липидный тип обмена, сформировался от характера питания. Северный человек в условиях резко-континентального климата, низких температур приходится кушать большое количество мяса, рыбы, причем только жирные сорта, жирные породы рыбы только потребляют. Морскую рыбу наш человек не кушает. Это не сенится, и поэтому в магазинах-то и нету, вот трески нет, потому что ее не покупают, потому что своей рыбы полно. То есть вот белково-липидный тип обмена. Но я же говорю, сейчас в масштабах эволюции резко изменился характер питания. Меньше стали люди потреблять естественные наши природные, общепринятые приемы пищи. Резко сократился в рационе мясо, прием мяса, рыбных продуктов и так далее, и так далее. Люди стали обращаться в магазин, углеводистая пища, овощи и так далее, которые не характерны для северного человека. Вот и тип обмена веществ, северного типа обмена, белково-липидный тип обмена, он начинает трансформироваться, переделываться на европейский тип обмена. То есть углеводно-белковый тип обмена. То есть и это я называю метаболической адаптацией. И у части больных, у какой-то части людей этот процесс адаптации, метаболической адаптации, он получает полом. То есть не так идет, как положено, и развивается болезненное состояние. Это называется болезни метаболической дезадаптации, ее называю. Это что за болезни? Это артериальная гипертония,
это ишемическая болезнь сердца, мозговой инсульт, сахарный диабет, обменные заболевания и так далее развиваются. И на структуру смертности населения, на эти заболевания, на болезни метаболической дизадаптации приходится 50% населения. То есть вот это изучение метаболической дизадаптации, метаболической адаптации играет огромную роль для формирования здоровья человека, для коррекции дисбалансированности этого здоровья, этого северного человека. При этом, что можно сказать? Мы изучали три группы, три популяции населения республики. Это первое – приезжее русскоязычное население, якутское коренное население и коренные малочисленные народы севера. Вот при этом получилось, если сравнить обменные процессы коренного якутского населения с русским приезжим русскоязычным населением, метаболизм якутов намного очень здоровее, чем у приезжего населения. Почему? Да потому что они успели садаптироваться к характеру питания, и оно оптимально нас адаптировалось. Например, уровень холестерина, он намного низко, статистически достоверно низко, чем у приезжего населения. Так называемые агрессивные липопротеиды низкой плотности, так называемые, которые как раз формируют атеросклероз, атеросклеротические бляшки, они намного ниже, чем у приезжего населения. А вот липопротеиды высокой плотности – это хорошие, добрые, качественные, хорошие липопротеиды. Намного у нас выше, статистически намного выше, чем у приезжего населения. Коэффициент атерогенности у нас ниже намного. То есть есть свои обменные особенности, связанные с характером питания среди коренного населения. А если коренные малочисленные народы севера сравнить с якутским населением, у них еще здоровее, чем у якутов. У них, например, намного холестерин ниже, чем у якутской популяции. У них липопротеиды низкой плотности, агрессивный липопротеид намного меньше, чем у якутов. Коэффициент атерогенности намного ниже. Я вот так рассуждаю. Если бы создать другие условия, формирующие здоровье человека, северному человеку, это жилищно-бытовые условия. Это чтобы физкультура, спорт стали как спросом, потребностью в жизни человека, и чтобы этот человек, он отказался от алкогольных напитков, табакокурения и так далее, дестабилизирующие такие факторы здоровья человека, они бы достали, эти больше бы жили. Вот это и есть такой вывод. Поэтому это очень крайне важные такие вот данные, которые мы получили. Вот, в масштабах изучения метаболической адаптации мы изучали жирнокислотный состав различных типов мяса и пород рыбы, потому что они составляют мясо, и рыба – это базовые продукты питания северного человека. Вот, например, изучали три типа мяса – свинина, говядина и жеребятина. И получилось, что есть жирные кислоты, есть полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Полиненасыщенные жирные кислоты – это альфа-линоленовая, линолевая кислота. Они как раз, если их процентное содержание выше, атеросклероз не развивается или опозданием развивается. И оказывается, у жеребятины примерно в жире жеребятины до 20% жирных кислот состоит за счет альфа-линоленовой кислоты. А в жире говядины 1% линолевой кислоты – это менее ценная кислота, чем альфа-линоленовая кислота. А альфа-линоленовой кислоты вообще нету в жире говядины. А в жире свинины преимущественно они состоят из насыщенных жирных кислот, которые как раз дают атеросклероз. Вот такие данные. Рыба тоже.
Вот так. У нас нельма, щир и так далее, они очень богаты альфа-линоленовой кислотой. То есть, чем наше население будет питаться, вот это, потреблять жеребятину, конину и рыбные продукты, их состояние здоровья намного будет лучше, качественно выше, чем есть на самом деле. Есть такое заболевание, сугубо болеют вилюйским энцефаломиелитом только этнические якуты. Другие этносы, они не болеют. Ни одного случая не было заболевания вилюйским энцефалитом других групп населения, других этносов. Только якуты страдают. Это сугубо якутская патология. Вот где-то лет 60 светлые умы человечества, это научные центры Америки, Англии, Германии, Японии, даже Бразилии у нас приезжали экспедиции. Вот они изучали, искали вирус вилюйского энцефаломиелита, а считали это с подачи лауреата Нобелевской премии Карлотона Гайдушека, считала, что вилюйский энцефалит вызывает медленный вирус. Вот мы очень долгое, длительное время им отправляли биологические материалы, то есть биологические материалы от умерших от вилюйского энцефалита наших людей, пациентов республики, в Америку в частности. И специально в Институте неврологических исследований в Америке открыли специальные лаборатории чистой линии лабораторных животных на крысах. Вот старались вызывать из этого нашего материала вилюйский энцефаломиелит у этих лабораторных животных, крыс, мышей. И ни в одном случае вилюйский энцефалит они не получили. Вот. И тогда мы подумали, здесь не действует ли общепринятый закон, так называемая концепция, иммуновоспалительная концепция патогенеза патологии человека, такие как, например, и ревматизм, есть так называемый, и ревматизм, или острая ревматическая лихорадка называют, гломерулонефрит, заболевание, воспаление почек, артриты, неспецифические артриты, разные целая плеяда артритов, коллагенозы. То есть огромное количество заболеваний. В основе развития этих заболеваний лежит иммуновоспалительный механизм развития этого заболевания. Это что значит? То есть, например, в отношении ревматизма. Стрептококк, который ассоциирует в миндалине, когда человек заболевает ангиной, вызывает сенсибилизацию организма человека, развивается иммунная патология, а сам стрептококк уходит, и в организме ее мы не находим, не высеваем. Остается только один след – это антитела, противострептококковые антитела только мы обнаруживаем. Вот. И вся клиника острой ревматической лихорадки, она развивается как клиника иммунно-воспалительного заболевания. По такому же типу развивается и гломерулонефрит. Огромное количество полиартритов, огромное количество артритов, неспецифических артритов. То есть патоген, возбудитель, инфекция, бактерия вызывает, провоцирующий такой играет роль, вызывает совершенно иное качественное состояние иммунной патологии, сама вызывает, а сама уходит, остается только его антитела. И вот это проявление иммунной патологии мы описываем как клинику вот этих заболеваний. И мы подумали, нет, этот закон, может быть, имеет место и в отношении вилюйского энцефаломиелита. Начали искать след, антитела. Нигде не можем найти антитела, например, и в крови, и нашли мы антитела только из спинномозговой жидкости. Это антитела, они узнали герпес, герпетический вирус, они узнали. То есть, оказывается, это антитела, которые мы обнаружили из спинномозговой жидкости больных вилюйским энцефалитом, это последствия герпетической инфекции, вируса.
А самого герпеса нету. Вот поэтому-то 60 лет ее искали в Америке немцы, японцы, Бразилия, Англия. Искали, ученые искали и не нашли этого вируса. Вот. И мы разработали иммуновоспалительную концепцию патогенеза вилюйской энцефаломиелита. И созвали международную 4-ю конференцию. И как раз мы ее доказали на этой конференции. И все те, которые ученые, великие ученые, ученики лауреата Нобелевской премии Карлтон, Гайдушек, Гальфарб, Лев Герцевич и другие его ученики, они признали нашу концепцию. Признали. И отсюда выходит, что эти больные не инфекционные, они не заразные. То есть вышел приказ по Минздраву республики о том, чтобы этих больных не надо их изолировать, их надо в общемедицинских стационарах их лечить и так далее. А до этого они были на ведении Института здоровья. То есть мы в этом ветхом здании, двухэтажном деревянном здании в районе медицинского центра открыли специальный стационар на 2-м этаже. И этих больных лечили, наблюдали за этими больными. То есть медицинское обслуживание полностью возложилось на сотрудников Института здоровья. Конечно, мы не могли качественно обеспечить их обследование. А сейчас вот после выхода приказа, после принятия вот этой концепции, иммуновоспалительной концепции вилюйской энцефаломиелита, уже эти больные стали общемедицинской сетью. В неврологических отделениях районных больниц или в городских больницах они начали обслуживаться. Сейчас это заболевание оно уже на грани исчезновения. Сейчас уже много лет, уже десяток и более лет, уже острых случаев этого заболевания, новых случаев мы не встречаем. Оно постепенно сойдет на нет. Вот это очень важное достижение Института здоровья именно в области вилюйской энцефаломиелита. Совершенным корнем изменили представление об этом заболевании. Потому что был такой ученый Петров Прокопий Андреевич, он начал врачебную деятельность в Вилюйском районе, он вилюйский человек был, он потом министром, будучи министром здравоохранения, он впервые описал это в вилюйской группе полусов и назвал, раз он нашел, был в вилюйской группе, он работал, Вилюйска нашел и назвал ее вилюйским энцефалитом, так и вошло в историю. А так на самом деле распространенность? Во всех районах республики это имеется, встречается это самое заболевание, но болеют только этносы якуты. Но концентрация почему-то группы вилюйских улусов. Почему? Да потому что там болеют не все люди, которые этот зостер, герпетический вирус попал, а люди определенным набором генов, то есть генетически предрасположенные люди. Вот. Только эти люди болеют. Вот это иммуногенетическая концепция или иммуновоспалительная концепция природы вилюйской энцефаломиелита. Это вот наша прерогатива, это наш приоритет. Это признали во всем мире все ученые мира.